Исламский образовательный портал Муршид ТВ представляет «Не возводите ложь на Аллаха». Муфтий шейх Салах Межиев. Какая же акида Ахлю Сунна валь Джамаа? Мы говорим имам Абу Хасан аль-Аш'ари и имам Абу Мансур аль-Матуриди. Почему же мы называем имена этих двух имамов? Имам Аш-Шафи'и, имам Малик, имам Ахмад ибн Ханбаль. Познав слова и методологию этих трех имамов, имам Абу Хасан аль-Аш'ари изложил в трудах. И познав акиду имам Абу Ханифы, познав его слова и методологию, живший в то время в Самарканде, имам Абу Мансур аль-Матуриди, его называют имам аль-Гуда, также изложил в своих трудах. И вот имам Матуриди изложил в своих трудах по акиде. И спустя время, когда ученики, продолжавшие его дело, встретились с учениками имама Аш'ари, они нашли одно и то же в своих трудах по акиде. И как же они не найдут одно и то же, когда имам Абу Ханифа учил имама Малика, имам Малик учил имама Шафи'и, имам Шафи'и учил имама Ахмада, когда все они были на акиде Ахлю Сунна валь Джамаа. Все они взяли понимание Корана и Сунны пророка, алейхиссаляту вассалям, его семьи, и сподвижников, в науке акиды, фикха и всех религиозных наук. И если они изложили все это в своих трудах, конечно же, у них будет одно и то же. В основах все, что они говорят, одно и то же. Лишь в частных вопросах есть различия. В основах они говорят одно и то же. Они все признаны, и это и есть акида Ахлю Сунна валь Джамаа. А на что же все они опирались? У всех них есть одно главное правило, взятое из Корана. Аллаху присущи лишь достойные, совершенные, величественные сифаты. А сифаты недостатка, сифаты, не подобающие Его величию, не присущи Аллаху. Почему? Нет ничего подобного Ему. Это правило взято и утверждено из суры Ихляс, и этого аята. И поэтому имам Ат-Тахави сказал: «Пречист Аллах от того, чтобы быть каким-то образом ограниченным, превыше того, чтобы быть в каких-то рамках или иметь части, конечности или органы. Он не находится в 6 сторонах света, как все сотворенное». И это слова имама Ат-Тахави, он из числа саляфус салих. Это слова саляфус салих, и все эти имамы из числа саляфус салих. Поэтому, говоря, что вы говорите слова саляфус салих, не возводите ложь на Аллаха. Не возводите ложь на посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям. Не придавайте Аллаху недостойные сифаты. Не придавайте сифаты, не подобающие Его величию.